случайно узнал о проекте. У меня коллега тети работала в проекте, и она работала в Таджикистане. Проект появился в 2017 году. Вот. И первых учителей отправили в Таджикистан. Вот как раз-таки она туда попала и там работала. Тетя мне рассказала об этом. У меня педагогическое образование. Я учился, но какое-то время проработав, я понял, что вот школа, наверное, не дает того, чего я желаю. В плане, наверное, заработной платы. Потом я частным, в общем, репетиторством я занимался. В проекте представлены 32 страны. И Кыргызстан, ну, не знаю, мне изначально сказали, вы едете в Кыргызстан. И был поселок Сузак. И я посмотрел сначала информацию, что за поселок, где находится территориально. Там какие события происходили, как вообще Я никогда не был за границей. Кыргызстан – это первая страна, куда я выехал. Это первая страна за границу, да. На то время было мне 30 лет. И, получается, я поехал на машине за рулем. Я люблю путешествовать, поэтому я как бы заодно решил посмотреть и весь Казахстан. Ехал я 3 дня сюда, вот, через степи Казахстана. Тоже довольно интересно было, потому что вот 300 километров едешь, нету ни одной заправки. И даже если есть заправка, может оказаться, что бензина нет. И я вот практически там на парах доезжал до населенного пункта, заправлялся и дальше ехал уже. Вот. Ну, 3 дня ехал, добрался. Благо, все было хорошо. Выехал я зимой. Меня 29 декабря приняли на работу. 6 января уже выехал сюда. Вот когда я уже ехал по дороге, меня вот распределили уже в другое местоположение, в другой населенный пункт. Сказали, Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, это село Бактудаланту. Это в народе называют хутором, рядом с ипподромом. Есть такое маленькое село, маленькая школа. Ну, по крайней мере, сейчас она для меня маленькая. Там 570 учеников. Методика преподавания, она, наверное, здесь больше дают возможность высказаться ученикам, а в России больше обучают, больше дают материала, а здесь дети больше сами ищут этот материал, который им необходим. Вот. Ну, и то, и это я считаю очень хорошо, потому что когда ты сам ищешь информацию, ты больше находишь. А когда тебе только дают вот те знания, которые ты должен получить, базовые, это тоже хорошо. Для учеников это возможность, скажем, у них появляется возможность поехать в Россию. У нас вот такая тесная связь, взаимосвязь между нашими странами, что я вот как бы совсем недавно из проекта «Российский учитель за рубежом» свозил детей в Анапу. Мы посетили такие города, как Иваново, Анапа, Суздаль, и в Москве у нас была еще экскурсия. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, у меня происходит вот этот такой адаптационный период, потому что мне надо искать жилье, во-первых. Во-вторых, еще и сама местность, потому что Бишкек находится на высоте 700 метров над уровнем моря, а город Уфа 150 метров над уровнем моря. Я сам из города Уфы. Республика Башкортостан, да, туркоязычная республика. Язык очень схож с кыргызским языком, поэтому 70%, о чем говорят кыргызы, я понимаю. Говорить, конечно, не говорю, но понимаю. Ну и какие-то слова схожие тоже могу там что-то спросить. Такие базовые вещи я могу везде узнать, сколько стоит, как проехать. Сам могу задавать такие же вопросы. Вот. Ну и в целом меня тут воспринимают как за своего. Везде со мной разговаривают на кыргызском, куда бы я ни поехал, куда бы я ни пошел. Всегда мне даже спрашивают, говорят только на кыргызском. Почему-то вот так. Вот. Ну, по крайней мере, я понимаю. Поэтому для меня Кыргызстан – это такая
близкая страна, наверное, потому что я как будто и не уезжал из дома, потому что культура, язык, традиции, они очень схожи. 3000 километров расстояние, да, от Бишкека до Уфы. Да, конечно, в любом случае мне хочется возвращаться домой. Как бы там ни было, где бы ты ни был, все равно хочется домой. Это дом остается домом, ты возвращаешься туда. В семье, конечно, они не удивились моему выбору, потому что я, как говорил, что я люблю путешествовать. Для меня всегда что-то новое, всегда интересно. Я прям с энтузиазмом к этому подхожу, и поэтому они отнеслись нормально, хорошо, восприняли мой выбор. Но я никогда не был же, говорю, за границей, поэтому для меня это как бы тоже вначале показалось таким авантюрой, но все равно. Я очень рад, что я оказался в проекте и приехал именно в Кыргызстан. И в нашей школе 5 предметников из проекта «Российский учитель за рубежом». Они уже, вот, мы 3 коллеги втроем уже в этой школе 3-й год. В проекте более 630 учителей, в Кыргызстане 167, если я не ошибаюсь, но все время прибавляется, увеличивается число волонтеров с каждым годом. И дальше будет увеличиваться, потому что проект, он реализуется очень востребованно, скажем, в разных странах. Представлено, вот, как я говорил, в 32 странах. Это вот самые такие ближайшие. Это Таджикистан, Узбекистан, Монголия, вот, Вьетнам. Ну, я в этих странах побывал, конечно, посмотрел, как люди живут, как работают. Но все равно мне почему-то кажется, что Кыргызстан это вот более ближе для меня. Я вам хотел еще... Ребята, поближе сядьте. Так, слова-то уже не надо собирать. А ручки у вас нету? Возьмите ручки и карандаши. Ручки и карандаши. Так, вам надо сесть вот так. Смотрите, на экран смотреть. Вперед. Хорошо? Поближе, поближе. Вот так. Вы сюда, как Маталеев. Вот сюда рядом. А вы вот так. Вот помните, как в прошлый раз вы по кругу вот так вот рассаживались? Точно так же. Хорошо? Здравствуйте. Слышно нас? А вы меня слышите? Да. Здравствуйте. Да. Можете поприветствовать друг друга. У нас сегодня телемост с городом Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ. Да? Это у нас уже 4-я встреча по счету. Да? Она посвящена Новому году, традициям. Мы подготовили загадки. Ну и в конце у нас будет открытый микрофон. Можете выйти и задавать вопросы. И в этом формате будем с вами работать. У нас прошлая встреча была посвящена тематике путешествия, да? Путешествие с другом. Мы с ребятами ездили в Аларчу и вам отправили видео, да? Вот показали красоты кыргызских гор, горы Таншаня, рассказали о достопримечательностях. В целом, вот в таком формате у нас проходил прошлый урок. Это занятие мы посвящаем Новому году, традициям, ну и в формате загадок, викторин будем это все проводить. Оливье! Вы знаете, что такое оливье, ребята? Тимур? Да! Что это? Да! Из чего делается, знаете, ингредиенты? Заметьте. Кто украсил дома елку? Да. Кто украсил уже елку? А? А вы дома елку украсили? Молодцы! Да. С Новым годом вы не слышали? Эльза. Спасибо. Я уже что не активна.
Да, мы ответили на все вопросы. Мы знаем, что такое оливье. Елки мы уже снарядили, да? Нарядили. Замечательно. Да. Уже такое новогоднее настроение у всех. Кто громче крикнет с Новым годом? Мы-то крикнули еще раз и с Новым годом! А вас-то не услышали? Вы любите спорт? Кто любит спорт? Понимаете? Кто хотел бы увидеть горы Тяньшаня? Кто хотел бы увидеть город Тяньшань? Мы вам в гости приедем, если выиграем. Обязательно. Он по тьмы ночной покровом вдруг из старого стал новым. Еще раз. Повторите. Он по тьмы ночной покровом вдруг из старого стал новым. Новый год. Вдруг и старый, новый год. Но у нас год. У нас нового нет, да? Слово только есть. Все. Новый год. Все, у нас получился слово год. Молодцы. Молодцы, умницы. А вам видно, да, тут буквы? Там все видно, да. Мы вам тоже сейчас все покажем. Пришло огнями яркими, нарядное, забавное, на Новый год я главное. Что? Главное, молодцы! Это елка! Молодцы. Без кисти и без краски расписал окна в сказке. Кто художник такой в зимний день ледяной? Так, видим букву О. Зо. Так, Угадали? а букву М не видно у вас. И наоборот. На экране все наоборот. Получается, вам всем надо местами поменяться, да? Все правильно они стали. Их миллион, но нет двух одинаковых. Это вы еще в начальном классе, да, проходили? Знаете, да, что нету одинаковых форм снежинок? Они все разные, да? Так, получилось у нас снежинка. Всё. Да, все правильно. Музыка, конечно. Повторяем. Головой так, да? Повторяем все. Ура, все случится. Можете подпевать. Простые движения. Это, ну, активнее. Все, закончили, да? Спасибо вам большое, ребята. Следующая встреча намечается после Нового года уже, да? Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам удачи, успехов в учебе, да, и очень хорошо отдохнуть. Новогодние каникулы. У вас каникулы до какого числа? До 12-го. 12-го мы выходим на учебу. Да, Это как раз таки мы тоже с ребятами выходим 12 числа, да. Мы до этого времени проведем, наверное, с вами такую встречу. Следующая встреча у нас... Следующая... Мы выучили ваше слово. Да, можете, да, мы встретимся с ними вживую уже в Артеке, да, вы знаете, лучший класс, который набрал большее количество баллов, там, поедет в Артек. Артек находится в Крыму, да, Россия. Вот. В этом году я вам рассказывал, да, я возил детей в город Анапа, там есть детский лагерь «Смена»,
Тоже вот у старших классов можете спросить, как там понравилось, не понравилось. Как раз-таки я завтра, наверное, презентую. Итак, с нами Аклай, ученица 7 класса. Давай мы зрителям расскажем, как прошел телемост. Мы пообщались с другим классом из Югорска, позадавали друг другу загадки и вопросы и отвечали на них тоже, на их вопросы. А такие телемосты часто происходят? Ну, раз в пару недель обычно с этим классом. А вот что для себя вы, как ученики, берете от таких инициатив? Кругозор, наверное, развивается. Мы узнаем про другую культуру, про их, как они живут, про их город, страну, в принципе. Я вообще новенькая, я пришла в середине первой четверти, но мне очень понравились учителя и Динара Мирьянович. Вообще я очень люблю математику, и любовь к математике мне вообще вызвал учитель. Но как я сюда пришла, мне было, конечно, непривычно привыкнуть к учителям, к ученикам. Но одни из самых моих любимых учителей — это Лариса Васильевна, Салтанат Самаркуловна и Динар Мирьянович. Динар, скажите, пожалуйста, вот мы только что были свидетелями уникального зрелища, телемоста. Чья вообще была инициатива вот такого крутого проекта? Это вообще проект Евразии, оно Евразии. Проект называется «Классная дружба». О проекте я узнал в прошлом году. Как раз-таки директор 27-й школы, вот у нас таких учителей собрала Евразия, там такую организовала встречу. Как раз-таки директор 27-й школы рассказывала, что ее школа выиграла в этом проекте, и они уже летом собрались поехать в Артек. Меня тоже это очень сильно заинтересовало, потому что я как бы детьми все время в контакте, все время с ними занимаюсь. Я думаю, у меня тоже есть такие активные дети, и решил поучаствовать в этом проекте. Вот в сентябре месяце я отправил заявку, ну и с тех пор вот мы и занимаемся. Сегодня была у нас такая встреча, это больше новогодняя, мы больше пожелали друг другу, скажем, с наступающим Новым годом мы поздравили друг друга. Такая вот у нас встреча была. То есть это дополнительная мотивация? Это дополнительная мотивация, да. Это моя внеклассная работа. Телемосты я и в прошлом году проводил, только не в рамках проекта, а в рамках кругозора детей, чтобы у них кругозор больше развивался. И у нас был телемост вот с моим регионом, вот откуда я родом, да, из Республики Башкортостан, город Уфа. Вот, мы выходили на связь с школами там, местными. Вот в этом году уже вот в рамках проекта, и я думаю, что это тоже очень такой для меня, что-то новое для меня. Хоть я этим занимался, но для меня новое. Когда ты работаешь в рамках проекта, у тебя есть задание, у тебя есть план, по которому тебе надо идти, и что надо реализовать. Вот. И получается же наша каждая встреча, она под какую-либо тематику сделана. Вот. Мы в курсе того, что эта школа у вас вторая. Вы также побывали в сельской школе, это городская школа, да? И есть разница? Первый год работы, как раз-таки вот в 23-м году я приехал вот в село Бактудуна, то там полгода я поработал. Потом уже следующий год я переехал уже в Бишкек, и вот я попал в 24-ю школу гимназии имени Аллы Тукумбаева. Разница, конечно же, есть. Это первая оснащенность школы, потому что как только я сюда пришел, мне поставили интерактивную доску, да? Это вот не везде есть, не во всех школах такое есть. Для меня стало проще показывать материал, больше вот наглядного материала давать уже детям, да? А поколение детей уже такое, что они больше воспринимают визуально. Там больше им картинки надо давать, чем, ну вот уже привыкли так вот реально смотреть картинки, и больше они понимают, легче им воспринимается информация, чем нежели мы просто будем писать формулы и рассказывать. Ну и вообще в методике, наверное, это основное, больше где применяется та или иная тема. То есть каждая тема у меня сформирована таким образом, что эта тема применяется в нашей жизни, где-то используется. И только тогда становится это интересно. И еще что, какая разница? Разница в количестве детей.
Самый большой класс в сельской школе у меня было 26 учеников, а здесь 40. То есть 38-40 человек. в классе сидят. Перезагруженность. Да, перезагруженность. Количество работы, конечно, у меня увеличилось здесь. Там я преподавал в 5, 6, 7, 8, 9 классах, а здесь у меня только одна параллель. В этом плане, конечно, мне легче, потому что я подготавливаюсь только по одной теме и всем классам рассказываю эту тему. Но есть классы, которые немножко слабее, есть классы сильнее, да. Конечно, приходится вот подстраиваться под эти классы и подготавливать материал уже на разных уровнях. Вот. Еще какая разница? В сельской школе дети более такие, как скажем, лояльнее, что ли, они вот как-то, не знаю, более уважительнее относятся к учителям. А здесь уже есть такие ребята, которые могут себя нагло повести в какой-то той или иной момент. Но я считаю, что я все равно выстроил такую позицию, что я требовательный учитель. Я считаю себя требовательным, потому что вот выполнение домашнего задания – это вот прям основа основ для меня. Но, тем не менее, в общении с вашими учениками они отметили качество, присущее которое вам, по их мнению, да, что вы очень демократичны, вы даете право голоса ученикам. Это вообще личный подход или больше задание или методика имеется в виду? Это больше, наверное, личный подход. Почему? Потому что я даю детям самовыражаться. Ну и вообще система образования меняется сейчас. Я вот не так давно прошел курсы STEM-образования, и там прям практически каждая тема говорится о том, что дети должны сами рассказывать, больше самовыражаться. И поэтому я даю им возможность, даже тем, кто вот учится плохо, на двойке, тройке, да, я могу поставить 5. То есть в любой момент любой ученик у меня может получить оценку 5. Только надо показать, как ты понял эту тему и где она применяется. И я делаю еще так, что дети должны придумывать такие задания, вот, где бы они могли применить эту тему. Вот. То есть оценка в любом случае остается мотивирующим фактором? Пока что да. Пока что да, оценка – это мотивирующий фактор, потому что без оценок я не могу никак на них повлиять в плане домашнего задания. Вот. Они могут не сделать домашнее задание, конечно, я сразу ставлю оценку 2. Вот. Ну, это ученики. А что мотивирует вас? Мотивирует меня, что когда они познают что-то новое, и где-то они могут применить это все. И мне это, конечно же, радует, потому что им это может в жизни пригодиться, потому что это полезно. Что еще? У них... они участвуют еще в олимпиадах, международных олимпиадах участвуют. И еще вот не так давно они начали участвовать в олимпиадах, потому что в 5 классах они практически нигде не участвовали, участвовали только в кенгуру. Занимали там места. А вот сейчас они больше вот себя начали реализовывать и показывать себя. Вот, скажем так, вот плоды моего труда, они вот только-только начали вот сейчас себя показывать, дети. И только недавно была STEM-олимпиада вот в школе «Газпром». Мои ребята заняли 2 место. Но я тоже считаю, это какой-то показатель. Всем здравствуйте, ребят! У нас сегодня урок математики, тема линейные функции. Слышали? Да. Да? Замечательно. Перед тем, как начать, я вам хочу напомнить, что же такое сама функция. Функция – это зависимость одной переменной от другой. Да? Область значения функции – это все значения, где у нас график функции принимает по y, да? Помните это? Что у вас такое задумчивое лицо? Так, я с вами быстренько хочу решить одну задачу. Задача номер 1. Прочитали, пока можете прочитать.
понять, о чем идет речь. Потом я немножко маленький опрос сделаю среди вас. Легкая задача. Задача может встречаться у вас в жизни, да? Вполне такая вероятная. Я специально взял такую легкую задачу, чтобы вы могли понять суть темы. Зачем мы вообще изучаем тему линейные функции? Где она может нам пригодиться? Все прочитали задачу? Да? Смысл поняли? Да. Формула применяется. Она применяется во всех сферах. Можете использовать любые цифры, да, подставить вместо букв любые цифры и решить ту или иную задачу. Координатная плоскость у нас состоит из оси абсцисс и ординат. Или по-другому из оси x и оси y, да? Справа у нас положительные числа, слева отрицательные числа. Вы это все проходили, да, на уроке математики. Мама у нас купила одну конфету и одну шоколадку. Сколько сомов она заплатит? 5 сомов, да. Это же вообще простая задача. Мы же через x задаем количество конфет, верно? Да. Тогда у нас сколько сомов заплатят мама? 5. Давайте теперь отметим этой точки на нашей координатной плоскости. Первая точка, где у нас будет находиться? Идемте к доске, покажите, пожалуйста, эту точку. Прям точку, большую точку можете поставить. Все, замечательно, молодец. Скажите мне, пожалуйста, что такое x? Что мы можем задавать через x? Количество что? Количество чего? Каких? Сомов или юаней? Сколько это будет в сомах? Сколько? 60 сомов. То есть, прописав вот эту формулу в Excel, вы можете посчитать целую большую таблицу. То есть, вы можете просто ввести данные. Вы можете вводить. Вам уже считать ничего не надо на калькуляторе. Вы можете просто ввести значение x и получите значение y. В Excel это все очень легко делается. Я, если будет возможность, на следующем уроке вам это все покажу. В данной школе я работаю 15 лет. За 15 лет, конечно, мы пережили много чего и в образовании, изменения, политики образования то же самое. Сейчас всем известно, что идут большие реформы преобразований в образовательных учреждениях Кыргызстана. Это и переход на 12-летнее образование, это и переход на новую методику преподавания, это и новые учебники по новой методике преподавания. Все это мы сейчас переживаем. Думаю, что мы исправляемся с этим хорошо, потому что в этом учебном году мы приняли первых детей, которые сели на 12-летнее образование. Это сели дети 6 лет и 7 лет. Новые учебники мы, слава богу, для начальной школы получили, работаем. В процессе получения других учебников, вот у нас и русский язык мы новые получили, и математику новую мы получили, и некоторые учебники еще не получили, но вот как вчера только была я на открытом педагогическом совете с участием нашего премьера-министра, вице-премьера-министра Байсалова Эдиля Джулдубаевича. Сейчас выдали учителям и ноутбуки каждому учителю. Школа 24, в школе 24 работают 160 учителей, 60 мы из них получили. Но к концу года министр образования доктор Гульшашевна обещает, что у каждого учителя будет гаджет, где будут закачаны программы, новые программы. Это сингапурские программы. Ну вот если говорить немножко конкретно о содержании 24-й школы, у нас есть учебная платформа, где мы решаем восполнить проблемы и с кадрами, и с учебным материалом. Это на платформе закачаны у нас электронные варианты всех учебников. Выходим из положения вот так с нехваткой учебников. У нас в школе большая налажена работа с партнерами. Это у нас партнеры из Японии работают, из Китая работают. И, конечно, большую
мощную поддержку нам оказывает Российская Федерация. На протяжении 5 лет мы работаем, сотрудничаем с Интердомом Москвы, которые нам по заявке предоставили специалистов, таких учителей, как учителя физики, химии, учителя биологии, информатики, математики. В свою очередь хочу рассказать, как работают эти наши коллеги, которые приехали с Российской Федерации. Замечательно. Хочу сказать, они настолько же высокопрофессиональны, как наши учителя. Обмен опытов. Почти каждый день у нас это проводится. Методика преподавания физики, как преподается в России, в Кыргызстане. Единственное, конечно, у нас отличается программа. Мы не настолько углубленно изучаем, как, например, в российских школах изучают физику. К сожалению, мы сейчас в Кыргызстане полностью изменены статусы школ. Когда была гимназия, мы преподавали углубленную физику, то есть по стандарту России мы преподавали. И поэтому, наверное, и говорит само за себя то, что выпускники 24-й гимназии безболезненно сдавали экзамены, были конкурентоспособны по таким предметам, как химия, физика, математика, потому что сверхстандарта за счет гимназического компонента преподавались вот эти дисциплины дополнительно. Сейчас этих предметов нет. Конечно, я не знаю, мы стараемся наверстывать другими путями и решаем эти проблемы. Только цель одна, чтобы дети были конкурентоспособными, когда выйдут за пределы школы, могли любое испытание выдержать. Российские учителя, помимо того, что мы периодически развиваемся профессионально совместно с ними и на онлайн каких-то моментах, когда мы проводим онлайн-конференции, онлайн-открытые уроки с российскими учителями. И приезжие учителя тоже самые показывают открытые уроки, обмен опытом, обмен методикой преподавания. Оно как бы постоянно, не переставая, проходит. Хочется отметить некоторых российских учителей, которые активно работают, ведут и воспитательную работу, внеклассную работу, участвуют в различных конкурсах, проводят углубленные занятия сверх уроков, сверх нашего кыргызского стандарта, мотивируют детей к изучению таких точных наук. Сейчас STEM-предметы, как бы они приоритетны в образовании. А как дела? Любая реформа требует каких-то материальных тоже реформ в плане пособий, да? Как дела обстоят у нас с пособиями, книжными материалами? Хватает ли? И если не хватает, чем вы заменяете? Учебников, конечно, не хватает однозначно, но в школьном образовании главная программа. Не надо, да, конечно, мы работаем и рекомендуем Министерством просвещения Кыргызской Республики учебниками, но на момент, когда у нас не хватает, мы используем любую учебную литературу. Это у нас сейчас это в доступе очень много дополнительного материала, который онлайн закачанный. Мы используем очень много сайтов, где закачаны данные учебники. В частности, школа у нас 24-й сотрудничает с НИАУ-МИФИ, ядерный исследовательский университет, где очень много нам наши партнеры оказали брошюры, очень много пособий, очень много дополнительной литературы по физике. Есть момент, когда мы пользуемся учебниками МИФИ. С Высшей школы экономики, которые нам тоже оказывают такую спонсорскую помощь в изучении, в оказании учебного материала. Школа сотрудничает очень, причем активно, с Русским домом. Русский дом ежегодно, не хватает книг у нас по математике, по физике, по биологии. В этом году тоже в большом размере оказали нам спонсорскую помощь в виде учебников. У меня заключительный вопрос про молодых педагогов. По статистике в целом стране молодые ниже 30 лет педагоги – это где-то 20-25%. Как мотивировать молодых людей и идти к преподаванию? Возможно, профессия учителя не мотивируется,
потому что она заложена в груди у каждого человека. Никому не секрет, что в школу не вовлечешь большой зарплатой. Зарплата минимальная. Это любовь к профессии, только любовь к профессии. Да, мы видим, насколько подготовлены приходят молодые специалисты. Мы видим, что есть зернышко, которое взрастет. В таких молодых специалистов мы, конечно, вкладываемся. У нас есть в школе очень опытный педагог Елена Борисовна, которая работает с молодыми специалистами, который помогает им стать настоящими учителями. А мотивировать, работать, кто не хочет работать, он через год уходит. Они понимают, что и правильно делают. Понимают, что в школе без желания души невозможно работать. Это только надо родиться педагогом, учителем. Я сегодня